Вот. Знаете, сейчас весна идет, и скоро посевная. Dabar eina pavasaris ir greitai. Greitai sėsime. Вот. Ну, и есть такой принцип в Библии, который называется закон сеяния и жатвы. Ir yra toks principas šventame rašte, kuris vadinasi pjūties ir sėjimo įstatymas, atvirkščiai reikėjo sakyti. Ну, все знают этот закон. Turbūt visi žino tą įstatymą. Да, в Библии четко описывается, кто посеет ветер, пожнет бурю. Šventame rašte parašyta, kas pasės vėją, tas galės pjauti uraganą. Если доброе посеет, то больше доброго пожнет в итоге. Ir jeigu gerų dalykų pasėsi, tai daugiau gerų dalykų užaugs. Все вроде максимально просто. Viskas atrodytų maksimaliai paprastai. Положил зерно в землю, выросло, взял много зерна. Padėjai grūdą į žemę, išaugo, paėmėjai daug grūdų. Да, но есть один момент, который бы я хотел акцентировать внимание. Bet yra vienas dalykas, į kurį norėčiau akcentuoti mūsų dėmesį. Не все доброе как бы на сегодняшний момент, оно будет добрым через какое-то время. Ne viskas, kas yra gera šiandieną, būtinai bus gera po tam tikro laiko. Вот. Получается, что было, когда-то было в свое время, я вот дитя 90-х, вот. Kažkada savo metu, aš esu 90-ųjų vaikas. И у нас в Минске как бы было очень много киосков, где продавалось очень много кассет, видео, аудио. Ir pas mus Minske buvo labai daug kioskų, kuriuose galima buvo nusipirkti video ir audio kasetės. Фирмы этих кассет я знал наизусть, сейчас ни одной не могу вспомнить. Visų tų kasečių firmas aš žinojau mintinai, dabar tiesą negaliu prisiminti nei vienos. Ну, почему я не могу их вспомнить? Kodėl negaliu prisiminti? Ну, потому что, наверное, их больше не существует. Todėl, kad turbūt daugiau jų neegzistuoja. Когда-то это были большие корпорации, в которые вкладывались много денег. Kažkada tai buvo labai didelės korporacijos, į kurias buvo investuojama labai daug pinigų. Они продавали акции, их заводы работали в 3 смены без выходных. Jie pardavinėjo akcijas ir jų gamyklos dirbo 3 pamainas be jokių išeiginių. Они производили продукцию, которая нужна была в тот момент. Jie gamino tą produkciją, kuri buvo reikalinga tuo metu. И они не подозревали, что где-то рядышком, там, в гаражике сидит Джобс с возником, как бы. Jie nežinojo, kad kažkur netoliese garaže sėdi Jobsas ir turi savo minčių. Вот. Прошло время, как бы этими акциями этих компаний можно, наверное, камины растапливать, я полагаю. Там. Praėjo kažkiek tai laiko ir tomis akcijomis galima turbūt pakūrenti krosnis. Они напрочь стерты с памяти. Jos yra visiškai ištrintos iš mūsų atminties. Вот. И зато эти парни из гаража, как бы, они сейчас впереди планеты всей, их компания. O štai dabar tie vaikinai, kurie pradėjo garaže, jie yra pasaulio priekyje. В Библии есть библейский принцип, ну, библейская история, которая немножко напоминает это. Она описывается в 20 главе Царств. Biblijoje yra biblinis principas ir istorija, kuri mums visą tai galėtų priminti ir jinai aprašyta Karalių knygoje, Samuelio knygoje. 4 царство. Да. 4 книга Царств. Antra Karalių. Сюрприз. Вот. Ну, времени много, как бы я опишу... 20. Я опишу своими словами, потому что как бы тут все важно, и зачитаю только там, пару мест Писания из нее. Тут... Tai laiko nedaug, aš pasakysiu viską savo žodžiais ir tik truputėlį paskaitysiu iš Šventojo rašto, iš 2 Karalių 20 skyriaus. Тут описывается жизнь царя Изекии, который в свое время, ну, как бы решил, ну, не решил, за него решили, что он скоро умрет. Karalius, čia aprašoma istorija apie karalių Izekijų, dėl kurio žmonės nusprendė, kad greitų metu jisai numirs. И так возмутила его эта ситуация, что он не остался равнодушным и очень сильно Бога просил, чтобы этого не произошло. Ir jis jautė tokį nepasitenkinimą dėl šios situacijos, kad jis prašė Dievo, kad taip neatsitiktų. Бог смилостивился, ну, дал ему еще пожить немножко. Dievas buvo gailestingas ir leido jam pagyventi dar truputėlį. Вот, и пришло время, он так, настроение у него поднялось, вот. Atėjo tam tikras laikas, jo nuotaika pakilo. Тут в это время гости пришли, которые пришли горевать над его смертью. Tuo metu atėjo svečiai, kurie buvo atvykę tam, kad galėtų jį apraudoti. Так как он умирать передумал, как бы он решил на радостях показать все, что у него было везде. Kadangi mirti jis persigalvojo, jis nusprendė iš to džiaugsmo parodyti viską, ką turėjo. На радостях ходит, показывает, смотрите, а вот это у меня здесь вот это, вот здесь вот это. Ir jis taip džiaugsmingai vaikšto ir rodo, kur pasikas yra. Наверное, 3 цифры на обороте карты даже сказал им. Galimai paskutiniams 3 skaičius kitoje kortelės pusėje padiktavo.
Что-то он вот так вот раздухарился, в общем, и Богу это не понравилось очень сильно. Žodžiu, jis taip labai atsipalaidavo ir Dievui tas nepatiko. Ну, пришел Исаия и говорит, ты сделал очень плохо, на самом деле. Isaija atėjo ir pasakė, tu padarai labai blogai. И перечислил, что будет, ну, карой за это все. Ir išvardino viskas, kas už tai jam bus. Вот. И Господь там говорил, там, и рабами будут твои потомки, там, и все их уведут в рабство, и все. Ir Dievas jam sakė per pranašą, kad tavo palikuonys jie bus vergais ir juos pasiimsi vergovę. Так, сейчас, секундочку. А Изекия, он ответил, как бы послушал это все. Jezekijus visą tai išklausė Так. ir atsakė. Слово Господа, которое ты предал, хорошее, ответил Изекий и подумал, ну и что, раз в мои дни будет мир и безопасность? Ну, как бы, да и ладно. Это 19. Jezekijas atsakė Izajui, viešpatie žodis, kurį tu kalbėjai, yra geras, taika ir saugumas bus mano dienomis. Ну, то есть, другими словами, он так легко согласился на то, что его потомки, будущее, просто вообще, будущее будет уничтожено. Kitai žodžiais tariant, jis labai lengvai sutiko, kad jo palikuonys ir jo ateitis bus sunaikinta. То есть он помирал, его это волновало. Tai reiškia, kad kai jis mirė, jam tai rūpėjo. Когда узнал, что у потомков будут проблемы, ну и ладно. Kada sužinojo, kad palikuonis turės problemų, jis lengvai su tuo sutiko. Почему ты в этой ситуации не возопиял Господу, там, не начал просить, требовать, Господь, исправь, пожалуйста? Kodėl šitoje situacijoje jisai nešaukė viešpačiui ir nereikalavo, kad Dievas ką nors pakeistų ar pataisytų? Все осознаю, меру, степень, глубину, только прости, пожалуйста. Viską suvokiu, tik tai prašau atleisk. Ну, он решил смириться, и вот все у него хорошо. Jis nusprendė susitaikyti ir viskas jam buvo gerai. Вот. Есть противоположный пример. Ir yra visiškai kitoks Он pavyzdys. немножко короче. Это второе послание Тимофею. Truputėlį trumpesnis, tai yra antras laiškas Timotiejui. С 5 по 7 стих, с 1 главы. Skaitysiu iš pirmos skyriaus, nuo 5 iki 7 eilutės. Там Павел пишет письмо главе церкви Тимофею, который, Ten Paulius rašo laišką bažnyčios galvai Timotiejui. ну, судя по всему, нравится Павлу, потому что он его очень сильно тут хвалит. Pagal viską atrodo, kad Pauliui jis patinka, nes jis labai jį giria. И там есть такие слова. «Я вспоминаю и о твоей искренней вере. Так верили и твоя бабушка Лаида, и твоя мать Эвника. И убежден, что эти же вера и живет и в тебе». Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje ir esu įsitikinęs gyvena ir tavyje. То есть в этих словах говорится, что как минимум его бабушка с матерью сеяли правильно, в правильную почву и правильное семя. Iš šitų žodžių galima suprasti, kad kaip minimum senelė ir mama jos buvo teisingos ir į teisingą dirbą sėjo teisingas sėklas. Которая в итоге возродила, ну, как там, появился вот такой вот лидер церкви. Ir vėliau iš to viso užaugo toks bažnyčios lyderis. Вот, два примера. Taigi, du pavyzdžiai. Вроде сеялось, как бы, в одном примере, вроде хорошо, сегодня же хорошо. Atrodo, sėjo buvo gerai ir A potom, viename что- pavyzdyje ir kitame. А потом, что будет, да, в принципе, не важно. O po to, kas bus, galimai nesvarbu. Как эти компании, которые смотрели и видели, что, ну, сегодня же хорошо. Kaip ir tos kompanijos, kurie žiūrėjo ir matė, kad viskas yra gerai šiandieną. И привести я хочу в итоге, как бы, ну, во что можно сеять, как бы, чтобы не ошибиться. Ir aš galiu papasakoti, į ką galima sėti, kad nesuklysti, kad nepadaryti klaidų. Я думаю, не ошибешься никогда, если будешь сеять в будущее. Ну, молодежь, условно. Aš manau, kad niekada nesuklysi, jeigu sėsi į ateitį, Tu- į sąlyginai jaunimą. Тут было как-то, ну, молитва в субботу, и меня Бог побудил, и я в 2 словах описал эту ситуацию. Šeštadienį buvo malda ir mane Dievas paskatino ir aš 2 žodžiais aprašiau tą situaciją. А потом, как, знаете, закончилось все, слушайте, и надо было это сказать, и надо было то сказать. И Kada viskas pasibaigė, aš galvojau, kad gal reikėjo ir vieną, ir kitą dar pasakyti.
И тут меня попросил пастырь свидетельство сказать. Ir tada pastorius paprašė pasakyti liudijimą. Я поехал на конференцию, сел писать. Aš išvažiavau į konferenciją, pradėjau rašyti. И как вот Олег говорил, примеров в жизни много, а лезут только одни и те же. То есть, в Ir kaip голову. kolega sakė, tų pavyzdžių gyvenime labai daug, bet ateina į galvą tik tie patys. Я решил не идти против рожна и сказать то, что мне было на сердце тогда. Ir aš nusprendžiau neiti prieš vėją ir pasakyti tai, kas buvo tuo metu ant mano širdies. И писал пастору, говорю, слушай, не получается у меня свидетельство, у меня проповедь получается. Ir parašiau pastoriui, kad liudijimas man nesigauna, gaunasi šį kartą pamokslas. Пастор дал свой одобрям, ну, сказал Герей. Pastorius neprieštaravo. Вот. И знаете, есть ну, причина вот того, что не сеется в будущее. Ir yra priežastis, kodėl nesėjama į ateitį. Я не говорю, что это относится к нашей церкви, потому что у нас очень много молодежи, и тут даже нет без вариантов, что как-то неправильно относятся к ним. Tai tikrai netinka mūsų bažnyčiai, nes pas mus labai daug jaunimo ir negali būti, kad mes su jais elgiamės neteisingai. Но, как говорил Олег, примеров было в жизни много. Bet kaip Olegas kalbėjo, tų pavyzdžių gyvenime buvo daug. И я видел, как микроскопами гвозди забивают. Ir aš mačiau, kaip mikroskopais įmušamos vinės, Ну, įkalamos. далеко ходить не надо, вон Илья сидит, он одна из жертв такой ситуации. Тот Tolėti микроскоп, которым в свое nereikia. время забили гвоздик, да. Ilija yra tas pavyzdys, tas mikroskopas, kurio buvo įkalamos vinės. Просто им можно забить гвоздь, можно. Но что будет с инструментом? Galima įkalti vinį, bet kas bus su instrumentu? Вот. И тут пришло другое место Писания. Ну, почему все это? Господь тоже об этом предупреждал. Ir tada aš prisiminiau kitą šventojo rašto vietą, kodėl visą tai Dievas apie tai irgi buvo perspėjęs. Луки 12:53. Luko 12:53. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки, и невестка против свекрови. О чем здесь говорится? Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną, anyta prieš marčią ir marti prieš anytą. Ну, я всегда считал, что это говорится, придет Господь, и семьи поразделяются. Aš visą laiką galvojau, kad kai Jėzus ateis, šeimos bus išskirtos. Ну, тут надо к Тургеневу обратиться, так сказать. Вот. Тут отцы и дети. Reikėtų kreiptis į Turgenevą. Отцы и дети. Tėvai ir vaikai turbūt. Да, потому что там нигде не сказано, что брат против сестры, Nes ten niekur Muž- neparašyta, kad brolis prieš sesę, муж против жены. vyras prieš žmoną. Вот. Там сказано, ну, это, по сути, непонимание поколений. Ten yra pasakyta, kad kartos nesupranta viena kitos, Потому что молодежь не понимает взрослых, nes jaunimas nesupranta suaugusio, взрослые не понимают молодежь. o suaugę nesupranta jaunimo. И, говорю, примеров было столько, когда, ну, просто вещи, ну, вещами нельзя называть, просто вот когда брали жемчуг, Buvo daug pavyzdžių, kada buvo imami perlai и потому что на нем прилипла там какая-нибудь икринка, может, ну, ir dėl to, kad prie jų buvo prilipęs koks, nežinau, ее выкидывали в грязь. ikriukas, jis buvo, tas perlas išmetamas į purvą. Этих историй, к сожалению, в моей практике было больше, чем обратно. Deja, mano istorijoje tokių istorijų buvo daugiau negu priešingų, Когда талантливых людей просто-напросто, ну, прогоняли. kada talentingi žmonės būdavo išvejami, Вместо того, чтобы, как вот садовник, vietoj to, kad kaip sodininkas взять эту грядочку, там, прополоть, paimti tą удобрить, lysvę ir полить išravėti, palaistyti и наблюдать, как это все растет, зеленеет. ir stebėti, kaip visą tai auga ir Они sužaliuoja. просто стали с палкой, бьют по грядке палкой вот этой вот и говорят: Е- расти, расти. Jie tiesiog atsistoja ir su pagailiais išdaužia tą lysvę, sakydami, aukite, А оно не растет. o visą tai neauga. Я не ботаник, но понимаю, что, наверное, не получится никак. Aš ne botanikas, bet suprantu, kad turbūt taip nesigaus. И бывает такое, что реально старшее поколение не понимает молодежь.
Ir būna taip, kad vyresnė karta nesupranta jaunimo, Они неправильно одеваются, они jie неправильно музыку neteisingai слушают, rengiasi, neteisingą muziką они klauso, неправильно общаются. jie neteisingai bendrauja. Я долгое время ходил в церковь. У меня в деревне была одна из самых древнейших белорусских церквей. Aš labai ilgai vaikščiojau į bažnyčią, pas mane kaime buvo pati seniausia bažnyčia И волей судьбы там были дети, и немало. ir ten buvo nemažai vaikų. Аналогичные все, поблизости, они повымирали, потому что поумирали все. А тут были дети. Atrodo, kad Cerkvė, visur da. kitur bažnyčia Все верно. išmirė vaikai, o toj bažnyčiai buvo vaikai. Bažnyčios išmirė, ten buvo vienintelė bažnyčia ir ten buvo vaikai. Знаете, прошу. Так вот, и получается, что приехали такие молодежь, хотим лагерь у вас провести. Ir gavosi, kad atvyko jaunimas ir pasakė, kad nori padaryti stovyklą. Пожилые люди, честь им хвала, они молодцы, пронесли веру, все хорошо. Pagyvenę žmonės, jie pranešė tikėjimą ir viskas yra gerai. Они говорят, вот я сам слышал, а зачем нам это надо? Aš pats girdėjau, kam mums tai reikalinga. Ну, действительно, тебе не надо. Iš tiesų tau nereikalinga. А как же будущее, поколение впереди? O kaip busima karta, kuri laukia ateityje? Как же вкладывать то, что ты должен вложить? Kaip įdėti tai, ką tu turėtum įdėti? Непонимание. Aš to nesuprantu. Порой вот как сделать так, чтобы была мудрость, чтобы не сломать, не выжечь каленым железом? Kaip padaryti taip, kad nesulaužyti ir neišdeginti įkaitintų Чтобы не ранить. metalų, kad nesužeisti? Вы знаете, такие нация, как еврейская, да? Žinote, tokia tauta kaip žydų tauta. Ну, мне всегда говорили, что у них очень особенный принцип воспитания, то есть вкладывания в будущее. Man visą laiką sakė, kad jie turi tam tikrą ypatingą auklėjimo metodą, investavimą į ateitį, благодаря которому мы знаем, что они везде, во-первых. kurio dėka mes žinome, kad visų pirma jie yra visur. Ну и по некоторым данным управляют правительством подпольным. Ir pagal tam tikrus duomenis jie valdo pasaulį. Ну серьезно, получают, потому что всю жизнь они сеяли в детей не идти методом проб и ошибок, а в теории только знать, как лучше не поступать и не делать дальше. Nes visą gyvenimą jie investavo į vaikus eiti ne bandymo keliu, bet žinoti teoriją, kaip yra teisinga ir kaip elgtis nereikėtų. Максимальный баланс, то есть молодежь слушает старших, Maksimalus balansas, kada jaunimas klauso vyresnių, они идут и покоряют этот мир, так сказать. ir jie eina ir pavergia visą šitą pasaulį. У молодежи тоже есть вопросы, к молодежи тоже есть вопросы. Jaunimui taip pat yra klausimų. Не игнорируйте советы старших. Neignoruokite vyresnių žmonių patarimus. По себе знаю, когда был юн, Pagal save žinau, kad kai aš buvau jaunas, ко мне приходили и говорили, ты неправильно делаешь. prie manęs prieidavo ir sakydavo, kad tu elgiesi neteisingai. Я ж злой лучше вас. Bet aš visą laiką jaučiau geresnis negu visi kiti. Проходит год-два, смотришь, да, наверное. Praeina keli metai, tu gali pamatyti, kad iš tiesų patarimai buvo teisingai. Столько раз такое было. Ir labai daug kartų tai kartojosi. И казалось, что мы можем сделать, чтобы в гармонии состоять? Ir atrodo, ką mes galėtume padaryti, kad būtume harmonijoje. Сейчас я немножко засвидетельствую, потому что вот мы вчера сегодня даже вернулись с конференции. Dabar iš truputėlį paliudysiu, nes mes vakar arba beveik jau šiandien grįžome iš konferencijos. Когда я говорил в прошлый раз на молитве слово, я сказал, что я очень легок на подъем, когда меня просят, особенно молодежи, послужить. Kaip praeitą kartą aš kalbėjau žodį maldoje, aš pasakiau, kad aš labai lengvai pakylu, ypatingai kai reikia patarnauti jaunimui. Версавия это услышала Versavėje tai išgirdo и позвонила и сказала, надо молодежь завести в Клайпеду. Jis paskambino ir pasakė, reikia nuvežti jaunimą į Klaipėdą. В принципе, на выходные было что делать. Iš esmės, savaitgalį turėjau ką veikti, Но я ж легок на подъем. bet aš lengvai sutinku, lengvai pasirašau. И знаете, как решается? Это что было с моей точки зрения. Да? Žinote, kaip sprendžiama, kaip buvo iš mano pusės žiūrint. Я подхожу к другу своему, говорю, Aš prieinu prie savo draugo ir sakau, я готов, но мне не на чем.
aš esu pasirengęs, bet neturiu kuo. Говорит, я тебе дам лучшую машину, которая у меня есть. Ir jis pasakė, aš tau duosiu geriausią automobilį, kokį tik tai turiu. Это второй пример, который был за это время. Ir tai yra antras pavyzdys, kuris buvo per pastarį laiką. У кого-то нету возможности, я согласен. Kažkas neturi galimybių, Zna- aš sutinku. Вы знаете, когда мы здесь с молодежью лепили хинкали когда-то, Žinote, kada mes su jaunimu čia darėme chinkalis, что немаловажно, кстати. kas yra pakankamai svarbu. Мы очень классно пообщались тогда. Mes turėjome nuostabų bendravimą tada. У нас поломалась мясорубка. Pas mus sugedo mėsmalė И так получилось, что а без нее никак вообще. Ну, ir gavosi, kad be jos neįmanoma nieko padaryti. продукты куплены, все есть, народ пришел, тесто замешано. Produktai yra nupirkti, tauta atėjo ir tešla yra užmaišyta. Ну все, расходимся, что делать? Ну, что Galima остается? išsiskirstyti. Звоним Галине, Tada mes paskambinom Galinai, она дает мясорубку. jinai davė mėsmalę. Вы знаете, интерес даже был такой, что вот про кассеты, как я вспоминал, молодежь не знает, что это такое. А они увидели эту мясорубку. Ir įdomu buvo tai, kad jaunimas pamatė tą mėsmalę И очередь выстроилась, чтобы покрутить мясо на ней. ir išsirikavo eilė, nes visi norėjo pasukti tą mėsą, Потому что это чудо. nes tai buvo stebuklas. Там надо как в шарманке крутить. Что-то куда-то уходит, что-то вылазит. Kažkur kažką suki, kažkas kažkur išeina ir išlenda. Это тоже немаловажное дело. Она была готова. Tai irgi nemažiau svarbus dalykas, kad jinai buvo pasirengusi. У кого нету возможности, Kas neturi galimybių, молитесь. melskitės. Порой это даже главнее. Kartais tai yra netgi labiau svarbu. Не забывайте. Nepamirškite, Вкладывайте в будущее. investuokite į ateitį. Ну, мне кажется, смысл все теряет, если не вкладывать в это. Man atrodo, viskas praranda prasme, jeigu neinvestuoti. Поездки, лагеря, там, мероприятия, хинкали те полепить даже. Kelionės, stovyklos, renginiai ir netgi tie chinkaliai. Что вот даже сейчас в прославлении стоял, смотрел, вот стоит Рустем поет, рядом его дочь. Я думаю, я бы был самым счастливым человеком, если бы моя дочь стояла рядом, условно переводила сейчас. Aš mačiau, kaip Rustemas gėdoja ir šalia jo stovėjo dukra. Aš būčiau labai laimingas, jeigu mano dukra stovėtų šalia ir, tarkim, verstų ar kažką kitą darytų. Сеялось правильно. Buvo siejama teisingai. Жнем доброе. Ir tada mes galime pjauti tai, kas yra gero.